Девочки курят больше мальчиков. Более подвержены влиянию моды и смотрят друг на друга и пытаются это повторить. Никотиновую зависимость может вызвать на первый взгляд безобидное средство при лечении ОРВИ. Так ли это? В окружении, скорее всего, электронки курят. На что сегодня подсаживается молодежь и какие последствия их ждут, расскажет Вероника Гайнудинова. Их закрыли, а они продолжают работать. Там пока нам постановления суда не было. Какие нарушения выявили? Говорят, что вкусно готовят, но не знаю, есть тараканы там. Почему республику захлестнули резонансные случаи, связанные с общепитом, расскажет Рамиль Галиуллин. Буква закона против пожарного рукава. Игра народная, пусть все играют. Как и где отношения выясняли судьи Верховного суда и пожарные МЧС республики. Спорт, оно помогает и эмоции снять. С товарищеского матча Кубка юриста. Рамиль Шайдуллин. Об этом и не только расскажем прямо сейчас. Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Лина Зинатуллина. В Татарстане из-за антисанитарии закрыли очередную точку общепита. Суд приостановил работу кафе «Исфара» в Казани на Авангардной. В ходе проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора и прокуратурой, в заведении обнаружили ряд санитарных нарушений. Не соблюдалась в кафе и пожарная безопасность. «Исфара» попадает в сводки правоохранителей не впервые. Отметим, в этом году резонансные случаи в общепитах захлестнули республику. В 2024-м больше 100 случаев отравления. 13 заведений приостановили работу. Рамиль Галиуллин расскажет, чем еще может быть опасен фастфуд, кроме лишних калорий. Очередь у кассы и почти полная посадка в зале. Это заведение восточной кухни на Авангардной. По словам посетителей, ажиотаж в этом кафе – дело привычное. Многие приходят пообедать или забирают еду с собой. Но об опасностях, которые таятся на кухне, мало кто знает. Тем не менее, соседство с этим кафе нравится не всем. Если честно, после тараканов в доме к ним неохота заходить. Если они у нас есть, значит, они у них есть. Тараканы куда идут, где общепит. Я стараюсь кушать дома, а общественные места я избегаю, потому что не верю в качество еды. Ездим довольно часто, рядом находится, так скажем, работа, офис. В принципе, едой всегда были довольны, никаких замечаний не было. Недавно среди посетителей были и специалисты Роспотребнадзора. Нашли целый список вопиющих нарушений. Мясо без сопроводительных документов, отсутствие медкнижек у сотрудников, нарушения по уборке и дезинфекции. Вдобавок не соблюдается пожарная безопасность. Все это стало поводом для заведения 3 административных дел. Кроме того, в Приволжский районный суд города Казани направлено исковое заявление о приостановлении деятельности кафе до устранения выявленных нарушений. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура района возьмет на контроль его исполнения. Сотрудники заведения говорят, решение суда еще не вступило в силу, а значит, могут работать. Пока нам постановления суда не было, как постановление будет, закроем. «Исфара» – популярная казанская сеть кафе. По всей столице у них 7 точек. Заведение попадает под внимание надзорных органов не впервые. Летом этого года было возбуждено уголовное дело после отравления 15 человек на этой точке, на Даурской. У посетителей тогда выявили кишечную инфекцию и сальмонеллу. Как установили следователи, нарушения все те же. Неправильное хранение и производство еды. Сейчас заведение на Даурской снова работает. С какими еще нарушениями в общепите сталкивались казанцы, мы спросили у них. Можем там заметить, что будут мыть сотрудники овощи, фрукты немытыми руками, не до конца проваривать ту же картошечку или мясо. Не так хорошо убирают. И, наверное, закупают по дешевке продукты не очень свежие. И поэтому отравление получается. В этом году резонансные случаи в общепитах захлестнули республику. Из-за разных нарушений приостановили работу 13 кафе быстрого питания. Больше 100 человек получили отравление. Весной на больничную койку слегли 89 сотрудников компании «Нафис Косметикс» после обеда в столовой. В октябре в Казани закрыли кафе «Азу» из-за кишечной инфекции. Ее обнаружили у 6 посетителей. У 4 сотрудников заведения и заболевших нашли сальмонеллу. Разносчики
переносчиками сальмонеллы стали и сотрудники кафе «Рок-н-роллы» в Набережных Челнах. Нарушение по точности, несоблюдение дезинфекционного режима, нарушение условий хранения, допуск сотрудников без сведений о прохождении предварительных и периодических осмотров. В основном выявляются вот эти нарушения. А административное приостановление деятельности в основном у нас происходит по тем предприятиям, допустим, поступили экстренные извещения. Сегодня точки общепита – один из самых популярных видов бизнеса в России. Затраты на открытие небольшие, окупаемость быстрая. А вот ответственность, которую несут владельцы за некачественное блюдо, еще надо доказать. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. С начала года пресекли более 4500 наркопреступлений. Большинство связаны со сбытом. Об этом сегодня сообщило руководство профильного управления МВД по республике. Из оборота изъяли около 160 килограммов психотропных веществ, перекрыли 28 каналов поставок. Разоблачили целое преступное сообщество, которое промышляло в разных регионах. Разработка шла несколько лет. Главарь в итоге получил пожизненный срок. У нас этот сбыт, в первую очередь, мы работаем над ним, и арт-группы, которые работаем. Проблемные вопросы – это у нас легализация наркодоходов остается проблемной, которую мы начинаем раскачивать, но она не так дается, так как на федеральном уровне закон немного у нас не очень получается ее легализовать. Среди наркосбытчиков 45 подростков, самому младшему 11 лет. Его задержали в Альметьевске. В группе закладчиков он занимался перевозкой наркотиков. В МВД намерены проводить внезапные рейды в школах. Это позволит на ранней стадии выявлять тех, кто уже успел попробовать запрещенные вещества. Выработали мы регламент, который будет на внезапном этапе приходить в любое обучающее общеобразовательное учреждение, в кабинет оборудования для медицинского профосмотра, будут проводить профосмотры без согласия, потому что на данный момент нужно согласие обязательно родителей, чтобы провести несовершеннолетнему осмотр. Будет он или не будет, это мы все понимаем, что он может отказаться, заболеть, в этот день не придет, и поэтому так. А если будет без родителей, если будет без родителей, например, с классным руководителем, пришли, взяли тесты. В Татарстане на двоих курящих мальчиков приходится 3 девочки. Чаще всего они используют вейпы. Сейчас популярными среди подростков становятся энергетические ингаляторы с эфирными маслами. Что это, предстоит разобраться и врачам, и правоохранителям. Новое веяние моды, возможно, ждет запрет, как это было со снюсами, отмечают в МВД. Врачи же пока дают печальную статистику. 42% жителей страны курят, и цифры только растут. О никотиновой зависимости и ее последствиях репортаж Вероники Гайнудиновой. Соцсети пестрят роликами, как подростки вдыхают энергетические ингаляторы. Когда-то безобидный аппарат для лечения ОРВИ превратился в опасную игрушку. Говорят, что дышат эфирными маслами, но что в ней в действительности? Врачи задаются вопросом. Это новое веяние, оно еще недостаточно изучено. Мы не знаем, что там в составе этих ингаляторов. Как сам прибор, это достаточно известный медицинский прибор. Мы применяли в качестве средства, которое помогает человеку отвыкнуть от курения. Теперь, похоже, наоборот. Прививают никотиновую или еще хуже наркотическую зависимость. Энергетическими ингаляторами уже заинтересовались в МВД. Это новая тема пошла только совсем недавно. Мы собирались, совещались. Сейчас будем разговаривать с Министерством здравоохранения, с Министерством образования, вообще изучать, что это такое. Выработаем определенную позицию по запрету и, так скажем, обороту, ограничению оборота на территории Республики Татарстан. Потому что, если вспомнить по снюсам, мы одни из первых, как говорится, по России, которые запретили именно продажу. Как показывает статистика, зависимыми от курения чаще становятся девушки. В Татарстане на двоих курящих мальчиков приходится 3 девочки. Курить вейпы и электронные сигареты начинают с 12 лет. Девочки более подвержены влиянию моды и смотрят друг на друга и пытаются это повторить в качестве своего доказательства принадлежности к какому-то микроколлективу. Дети также чаще начинают курить, если в семье есть курящие. Только 25% несовершеннолетних из некурящих семей употребляют никотин. По статистике, курят 42% населения России. Эти цифры снижались, но после появления вейпов пошел рост, отмечают врачи. Они вреднее сигарет в 20 раз. Человек даже не замечает, сколько затяжек сделал. Кушаешь, вейпишь, отдыхаешь, вейпишь, работаешь, вейпишь. То есть вред вейпа, вред таких электронных средств доставки никотина, он гораздо выше,
именно за счет того, что пациент всегда с ним. Казанцы тоже заметили, курящих электронные сигареты стало больше. Курят, к сожалению. Не думают о будущем, о том, что здоровье теряют, о том, что им потом становиться отцами, матерями. В окружении, скорее всего, электронки курят, но мы не курим. Мы негативно к этому относимся. Если говорить о увеличении количества людей, которые пользуются электронками, наверное, да, их стало очень много. А обычные сигареты, по-моему, сейчас, наоборот, народ меньше стал курить. Как отмечают врачи, никотиновая зависимость может привести к 20 видам онкологии. Чаще всего это рак легких. Только в прошлом году выявили 1600 случаев. Более 60% это запущенные стадии. Вероника Гайнудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Заключили договор с застройщиком, но обещанного жилья не получили. С такой жалобой в нашу редакцию обратились сразу несколько клиентов компании «Байхаус». У тех, кому дом построили, стены уже в трещинах. Судебные разбирательства идут сразу по нескольким искам. Кто-то пытается получить компенсацию, а кто-то и вовсе расторгнуть договор. Застройщик ссылается на нехватку рабочих рук. Рамиль Шайдуллин выслушал все стороны и спросил совета у независимых юристов, как правильно заключать договор и что нужно проверить в первую очередь перед тем, как строить дом. Дом до конца не сделан, отделка должна была быть чистовая. Алия Семендяева рассказывает, по договору застройщик «Байхаус» их дом должен был сдать год назад. На деле здесь по-прежнему лежат стройматериалы. По словам женщины, им говорили, каркасник поднимут меньше, чем за полгода. Почему был выбран именно данный метод постройки каркасного дома, что за 4 месяца нам обещали, что нам построят дом. По факту в первые месяца сбрасывали фотографии, но потом, соответственно, застройщик просто пропал. Жительница Казани Мария заключила договор в марте 23-го на строительство дома на сваях. Заплатила больше 4 миллионов рублей. Однако компания, говорит женщина, так и не приступила к работе. Аргументировав тем, что из-за особенностей почвы дом придется строить не на сваях, а на фундаменте. А значит, будет дороже. Мария расторгла контракт. По ее словам, вернули половину суммы. И те только после выезда на место с приставом и дознавателем. Перед органами и перед всеми говорят, что они деньги вернут, что они не уклоняются от судебного решения и вернут деньги, но они находятся в сложном положении и возвращать им нечего. Одновременно с нами, другим заказчикам, которые не так давно заключили договора, они говорят, что у них большая очередь строительства. Дом на сваях должны были построить и Эльвине Гарифуллиной. Жительница Пестрецов заключила договор в мае этого года, но до сих пор на участке только сваи и часть коммуникации, хотя, по словам женщины, новоселье должны были справить еще в октябре. То, что мое день рождения, говорит, отметим как раз в вашем новом доме, шашлыки. При этом деньги должны были передаваться им на расчетный счет. Потом мы перезаключали миллион договоров. У меня 3 договора на руках. И деньги я передавала наличным способом не в банке, а в машине. В банке отказались. А вот еще один дом, к удивлению пострадавших, все же достроенный, но никого не удивило, что и здесь не обошлось без недостатков. В первый же год у него повело сваи. Как итог, в доме трещины. Услышали хруст ванны и поняли, что уже трещит плитка снова. То есть оно здесь постоянно все в движении. Семья Хайруллиных дождалась дом, но они говорят, семейное гнездышко буквально трещит по швам. Самый первый, это вот как раз отклонились сваи, был такой грохот, пол немножко просел, то есть мы находились внутри. И вот после этого потихоньку начали образовываться трещины уже. Глава семьи обратился в суд, который обязал застройщика выплатить компенсацию порядка 400 тысяч рублей. Хайруллины заказали независимую экспертизу, которая посчитала эту сумму маленькой. Тогда семья пошла в Верховный суд. Потребительский терроризм никто не отменял. Да, сейчас идут суды, мы ожидаем решения суда. Какое будет решение суда, мы его, соответственно, будем исполнять. Выслушав клиентов, мы обратились к застройщику. Здесь признают, проблемы есть. В основном из-за временных трудностей и нехватки рабочих рук. Да, вы знаете, мы действительно не укладываем сроки, мы этого не скрываем. Со своей стороны мы работаем в гражданско-правовых отношениях, то есть в случае невыполнения своих обязательств по сроку мы всегда делаем всякую компенсацию. То есть мы, понимаете, нам построено более 300 домов. И вот эти клиенты, которых вы назвали, это всего лишь точечная ситуация. То есть мы всегда идем навстречу и всегда готовы сесть за стол переговоров. Независимые юристы отмечают, нарушение условий договора уже основание для обращения в суд. Но если сомнения возникли до заключения сделки, лучше заранее обратиться к стороннему специалисту и проконсультироваться. Чтобы он до заключения договора проанализировал, какой именно вид
свай вам нужен для, получается, строительства на вашем участке. Может быть, возможно провести геодезические исследования для того, чтобы определить, какие именно особенности вашего участка могут повлиять на удорожание строительства. Эта ситуация сейчас на стадии судебных тяжб. В Советском, Новосавинском, Лаишевском, Арбитражном и Верховном судах республики больше 10 исков от клиентов. Это уже мера гражданской правовой ответственности к ним применена в качестве судебного акта. Сейчас оно находится на исполнении, они отказываются исполнять, это уже приставы вправе применить к ним меры административного воздействия. Злостное уклонение от исполнения решения суда – это статья 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мы обратились в Роспотребнадзор, здесь пояснили, если застройщик не укладывается в обозначенные в договоре сроки, клиент имеет право расторгнуть договор и получить деньги. Все это прописано в законе о защите прав потребителей. В случае, если исполнитель нарушает сроки выполнения работы, потребитель имеет право назначить новый срок выполнения работы, потребовать уменьшения цены договора, либо же расторгнуть договор. Также потребитель имеет право потребовать у исполнителя выплаты неустойки за каждый день просрочки от цены договора в размере 3%. На днях клиенты компании «Байхаус» подали коллективный иск в МВД республики. Они считают, ситуация вышла за пределы гражданско-правовых отношений. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Пестричинский район, Казань. Телефон стал самым опасным устройством, которое есть у граждан. Как защититься от кибермошенников, читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня в Москве принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его провел Владимир Путин. В этом году действующие нацпроекты в стране завершаются, и сейчас подводят их итоги. Построено 1700 детсадов и почти 1400 школ. В селах возвели и отремонтировали 10 тысяч ФАПов и амбулаторий. Мощный строительный комплекс развернулся в сфере дорожной инфраструктуры. Только в Татарстане это новый участок М-12, завершающийся участок М-7 с обходом Нижнекамской набережных Челнов и другие объекты федерального значения. О новых нацпроектах до 2030 года рассказал премьер Михаил Мишустин. Направить планируют свыше 40 триллионов рублей федеральных средств, а также внебюджетные инвестиции. Как улучшить демографию и поддержать молодые семьи, сегодня обсудили на заседании Ассоциации молодежных парламентов Поволжья. Оно прошло в Саранске. Участие принял Фарид Мухаммедшин. Сегодня в ПФО более 18 тысяч студенческих семей. Средний возраст при деторождении 26 лет. Во многом, отметили здесь, молодым помогают меры поддержки в регионах. Так, в Татарстане с 2012 года проводится конкурс на получение льготного жилья по программе соципотеки. Республика стала и одним из лидеров по реализации программы сельской ипотеки. Единовременную выплату за рожденного на селе ребенка получили 14 тысяч человек, в том числе почти 1500 в этом году. Прямо надо сказать, что эти меры помогают удержать в целом нашу молодежь и помочь им в становлении семьи, воспитании детей. На следующей неделе, 11 декабря, Госдума во втором чтении рассмотрит федеральный законопроект о реформе местного самоуправления. В частности, предлагают упразднить двухуровневую систему, то есть отказаться от поселенческой власти. В регионах эта инициатива вызвала разную реакцию. Где-то поддерживают, так как плотность населения низкая. Где-то, как в Татарстане, выступают за сохранение двухуровневой системы и предоставление права регионам самим сделать этот выбор. Одни из тех, кто придерживается такого же взгляда, КПРФ. Сегодня мы пообщались об этом с Хафизом Миргалимовым. Также с аксакалом татарстанской политики говорили на другие темы. Добрый день, Хафиз Гаязович. Добрый день. На минувшей сессии Госсовета выступили с критикой федерального закона о реформе местного самоуправления. Можете еще раз объяснить свою позицию? Двухуровневое управление местной власти, местным, как говорится, это должно сохраниться в нашем Татарстане. Почему? Потому что она уже выработана, отшлифована, практика доказала это правильное управление местным органом власти на местах. Поселенческий уровень, районный уровень, муниципальная власть. А вообще в республике местное самоуправление насколько развито? У нас ведь сейчас в республике почти около 700-800 поселенческий уровень. Там у нас почти 7,5 тысяч депутатов. Они там живут, они там заседают. Они там принимают бюджет своего местного уровня. Они решают социально-экономические, экологические, иные задачи, которые именно касаются этого поселения. А представьте себе, поселение упразднили, по некоторым районам надо ехать 25-30 километров. Поэтому
Александр Нургалиевич сказал, и письмо Геннадия Зюганова тоже, надо дать право субъектам самим выбирать, какую форму управления местным органом власти практичен. Можете привести примеры, какие вопросы решают главы поселений? Есть ведь бюджет поселенческого уровня, там 3, 4, 5 миллиона. Есть еще самообложение. Вот самообложение, вот этот социально-экономический вопрос решают депутаты и руководители поселенческого уровня. Дороги, как говорится, шибенуются, асфальтируются, вода, как говорится, улучшается, экологическое пожарное состояние почти в каждом поселении. Какие теперь перспективы этого федерального законопроекта? Я вот обратился к депутатам нашего Республики Татарстан, который работает в Госдуме. Защищайте интересы Республики Татарстан. Защищайтесь. Работайте с каждым депутатом, объясните, разъясните. В конце года принято подводить итоги. Как вы оцените экономические и политические итоги для нашей республики? Я очень рад тому, что руководство Республики Рустам Нургалиев своей команды добился определенных самодостаточных успехов. Первые десятки. По молоку мы первое место. Мясо. Столько зерна мы по 3,5 миллиона собрали. Посмотрите, КАМАЗ какие товары выпускают. В этом году наша республика успешно провела саммит БРИКС. Знаю, вы тоже участвовали. Сопровождали Дилму Русеф. Какие впечатления от этой встречи, в целом от саммита? Будущее БРИКС очень большой. Вот. Почему? Потому что она еще сама развивающая страна. Сейчас вот банк создана, банк развития. Вот я вручил медаль 100 лет СССР. Вот, она посмотрела, это бывший президент Бразилии, посмотрела до музея Ленина. 2 часа она ходила. Также в этом году приезжало много китайских делегаций. Они были и на юбилее КФУ, и посещали музей Ленина в Казани. Удалось ли улучшить контакты с китайской компартией? Хороший контакт у нас с китайскими коммунистами. За этот контакт отвечает ЦК Мельников Иван Иванович. Вот у нас с консулом хорошие отношения. Этот год для вас особенный, вы отметили 70-летие. Вы один из аксакалов татарстанской политики. Знаю, получили очень много пожеланий, поздравлений. А что бы вы хотели пожелать своим коллегам-политикам? Я благодарю всех тех, кто меня поздравил. Вот, желаю им тоже здоровья, успехов, мирного неба и долголетия. То, что касается Нового года, год был сложным, трудным во всем отношении. Но трудности нас только закаляют. Хафиз Гаязович, спасибо большое за такую интересную, содержательную беседу. Пожалуйста. В хоккей играют настоящие юристы. В Казани состоялся хоккейный матч на одноименный Кубок юриста. Турнир старше, чем КХЛ, несмотря на то, что играют здесь не профессионалы, а любители, которые работают в суде и прокуратуре. В этом году конкуренцию им составили пожарные. Наблюдать за захватывающей игрой пришли представители духовенства и звезды татарской эстрады. Рамиль Шайдулин о том, как всех объединил хоккей. Этого гостя здесь ждали, пожалуй, больше, чем начало самой игры. За 10 минут до матча под своды Татнефть-арены вошел Салават Фатхуддинов, ярый любитель хоккея и автор победной песни «Акбарса». Знаменитый Миньяр Атамзин Татарстан, признается, не мог пропустить Кубок юриста. Хоккей – игра народная, пусть все играют. Мне не важно кто. Первая лига, вторая лига, любители приглашают, я с удовольствием смотрю, переживаю. Во-первых, есть за кого болеть. У меня очень много друзей сегодня играть будут. Давняя дружба певца связывает с командой Фемида. В составе только судьи Верховного суда республики. Играет уже 13 лет. Признаются, хоккей любят за то, что на льду можно выплеснуть эмоции, которые в суде проявлять непозволительно. Когда долго-долго работают судьи, они профессиональное выгорание может быть. А вот этот спорт, оно помогает и как бы вот эмоции снять. Эмоции не меньшие, чем на любом матче континентальной хоккейной лиги, но правила чуть отличаются. Периоды по 10 минут команды на льду сменяют друг друга нон-стоп. Соперники Фемиды – огнеборцы, начинающие команды МЧС. Если первые берут тактикой, то вторые полагаются на физическую форму и выносливость. Говорят, пожарным этого не занимать. Физическая готовность на постоянной основе. Служба требует
и готовим постоянно. За происходящим на льду следят сотни любителей спорта, многие из которых готовы даже сразиться за кубок, будучи в обычной жизни правоведами, правоохранителями и даже духовенством на льду. Все забывают о своих должностях. Мы с ними встречаемся на льду, альхамдулля, и с ними играем вместе. Хоккей объединяет, вообще спорт объединяет. И, конечно, когда сказали приехать, мы с радостью приехали к своим друзьям. Я сам юрист. Поэтому для меня вдвойне приятно, потому что эта категория людей в жизни зачастую очень занятых находит время и возможность не просто на словах, а собственным примером показывать свои отношения к здоровому образу жизни, к соревнованиям. Победителем этой схватки стала Фемида. Опытные судьи обыграли пусть и выносливых, но пока начинающих огнеборцев, а затем и команду прокуратуры республики «Чайка». Счет 5-0. И Фемида вновь торжествует, в очередной раз став победителем турнира. Рамиль Шайдулин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимулиным. До встречи в 21:30. Говорят, под Новый год случаются чудеса. Волшебные скидки в жилом комплексе «Алтын-Яр» до 700 тысяч рублей. «Алтын-Яр» – счастье быть дома. Звоните 216 68 68. Доверьте ежедневные кулинарные хлопоты Кукмара, и приготовление еды превратится в настоящее удовольствие. Идеальное сочетание дизайна и функциональности. Кукмара обеспечит успех вашим кулинарным экспериментам. Экспертная диагностика. МРТ, УЗИ, маммография. Millennium Clinic. Больше, чем лечение. Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Ну и как мне все это перевести? Есть решение. Своя машина. Удобно, выгодно, всегда под рукой. А как же... Страхование жизни и каска на твое усмотрение. Оформи в Энергобанке автокредит на выгодных условиях. Флориаль – центр цветочной моды, царство изысканности и красоты. Свежие цветы, стильные букеты и композиции с учетом последних трендов флористической моды. Подарите цветы и с ними ощущение счастья от Флориаль. В ленте с 1 по 15 декабря недели халяль. Скидки до 38%. Колбаса халяль, сервелат 200 граммов, 189 рублей. Все самое выгодное в приложении. Лента. Кабы не было зимы. Тогда бы на каникулах не встретились мы. А мы точно встретимся в детских оздоровительных лагерях компании «Татнефть». Со 2 по 8 января солнечный, «Чайка», «Факел» и юбилейный. Профильные программы, мастер-классы, спорт, бассейн, зимние забавы и яркое праздничное настроение. Окружаем заботой беззаботное детство. Дальневосточный рыбный дом в Зеленодольске. Последний раз в этом году. Чавыча, Тихоокеанский клыкач, зубарь и не только. Ждем вас в ТЦ «Марстайм». Только с 3 по 5 декабря. Торопитесь. «Золотая устрица» поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. «Золотая устрица». Капсулы мужской силы. Многопрофильный центр «Авиценна Эндокринология». 30 лет успешной работы. Ждем вас в нашей клинике по адресам: Энергетиков 9 и Баки-Урманче 7. Холодильник нужен? Подпишись на газету «Республика Татарстан», предъяви квитанцию, участвуй в розыгрыше, забирай призы. Двухкамерный холодильник, микроволновая печь, электромясорубка за подписку на полугодие. Индекс подписки смотри здесь. Смотри премиальный пакет «Премьер» целый год бесплатно и далее с отличной скидкой. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Здравствуйте! В студии Амирхан Калимулин. Через республику проходит холодный атмосферный фронт. Температура понижается. Подробнее после полезной информации. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер по вашим размерам. Только в декабре при заказе кухонного гарнитура «Мойка». При заказе шкафа брючница в подарок. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Балтасях и Кукмаре будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем 7-8, ночью от 10 до 13 градусов мороза.
В Буинске, Кабельцах и Апастово переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура днем от 5 до 8, ночью от 9 до 12 градусов ниже нуля. В Чистополе, Мамадышке и Новошишминске тоже облачно с прояснениями, но без осадков. Температура днем 5-7, ночью 10-12 морозом. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Сарманово облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура днем минус 6-7, ночью минус 10-12. В Альметьевске, Бугульме и Бавлах облачно, местами с прояснениями. Температура днем от 5 до 7, ночью от 11 до 12 градусов ниже нуля. В туристических городах республики тоже холодно. В Свияжске минус 7 градусов днем и минус 10 градусов ночью. Будет облачно, осадков не ожидается. В Болгарах переменная облачность, без осадков. Температура минус 5 градусов днем и минус 9 ночью. В Елабуге облачно с прояснениями, мокрый снег. Днем 7, ночью 11 градусов ниже нуля. В Казани будет переменная облачность, без осадков. Температура днем 6 градусов, ночью 9 градусов мороза. Атмосферное давление повышенное, оно составит 776 мм ртутного столба. Ветер слабый, менее 1 метра в секунду. Влажность 80%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Хорошего завершения рабочей недели.